Устьянском районе Якутии осудили женщину за нанесение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщает прокуратура региона. Суд установил, что пьяная подсудимая в ходе ссоры взяла нож, которым резала хлеб, и ударила отца в грудь. В результате мужчине причинен тяжкий вред здоровью. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов Якутска. В 3 часа дня по якутскому времени на телефон пожарной спасательной службы поступило сообщение о пожаре в квартире на 5-м этаже по улице Петровского. Спустя 4 минуты после сообщения на месте пожара работали силы Якутского спасательного пожарного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев из окон квартиры вырывалось пламя. Пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС. Очевидцы утверждают, что до приезда пожарных прохожие пытались своими силами попасть в горящую квартиру, но дверь была заперта. В результате пожара пострадала квартира на общей площади 20 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается. Полицейские возбудили уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение серии краж. Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что рано утром услышал шум во дворе. Выйдя из дома, он обнаружил у себя на участке несколько неизвестных подростков. Заметив хозяина дома, они сбежали. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 16-летние, 17-летние и 18-летние молодые люди. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые также причастны к совершению 4 краж имущества из частных домов. Установлено, что 18-летний злоумышленник подговорил 2 несовершеннолетних знакомых совершить хищение из частного сектора. Они похитили из 4 домов велосипед, шкатулку с ювелирными украшениями, электроинструменты, а также посуду. Похищенное изъято и будет возвращено законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Также в отношении 18-летнего подстрекателя возбуждено дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Семейная пара якутян, 26-летняя женщина и 38-летний мужчина, организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков в Хабаровском крае. Транспортная полиция в ходе обыска изъяла более 25 килограммов наркотиков, свыше 3,5 тонн прекурсоров и других веществ для их изготовления в бывшем фермерском хозяйстве Хабаровского края. Наркотические вещества сбывали курьерами на территории Дальнего Востока и западных регионов страны. Выкупив по поддельным документам бывшее фермерское хозяйство вдали от населенных пунктов, супруги также вовлекли в преступную деятельность своего 27-летнего родственника. В лаборатории обнаружили современное оборудование, рефрижераторы, вытяжки, дорогостоящие респираторы и комбинезоны для личной защиты. Транспортным полицейским понадобилось 2 суток для того, чтобы перевести оборудование, свыше 3,5 тонн прекурсоров и иных химических веществ в специальные места хранения, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. По сообщению МВД, из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств. Это около 1 миллиона разовых доз. Суд приговорил 38-летнего организатора к 7 годам в колонии строгого режима, его 27-летнего родственника к 5,5 годам. Начальник дизельной электростанции в Среднеколымском районе оштрафован за утечку более 4000 литров топлива и порчу земли. По данным Следственного комитета, разлив дистоплива объемом около 4500 литров обнаружил сотрудник Аргахтакской ДЭС. Загрязнено около 90 квадратных метров территории. Установлено, что окружающей среде был причинен ущерб на общую сумму свыше 874 тысяч рублей. Установлено, что начальник станции не обеспечил соблюдение требований промышленной и экологической безопасности, а также правильную эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования предприятия. Риэлтора обвиняют в хищении около 1 миллиона рублей у клиента, которые она потратила на спортивные ставки. Прокуратура Якутии сообщает, что потерпевшая обратилась к обвиняемой за помощью в поиске жилья в Якутске. Риэлтор предложила ей квартиру, собственники которой проживали за пределами республики. Женщина составила договор купли-продажи имущества, подделав подписи собственников, а также написала расписку о получении средств в размере более 1 миллиона рублей. Из них 50 тысяч рублей она направила владельцам квартиры в качестве аванса для получения ключей. Остальными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, истратив их, делая ставки. Собственники квартиры, не получив деньги за продажу имущества, потребовали освободить ее и оплатить арендную плату за время проживания. В ходе следствия риэлтор полностью признала вину и частично возместила ущерб. В канадском Квебеке 2 человека погибли и 5 получили ранения в результате нападения человека в средневековом костюме с мечом. В субботу поздно вечером по местному времени, во время Хэллоуина, мужчина атаковал прохожих в историческом центре города. Он был задержан спустя несколько часов. Как заявил в воскресенье на брифинге шеф городской полиции Роберт Пиджин, по предварительным данным, молодой человек прибыл в Квебек, чтобы причинить как можно больше вреда. Все его жертвы случайны. По словам полицейского, нападавший использовал японский меч катану.
Пиджин добавил также, что следствие пока не обнаружило религиозных или политических мотивов преступления. 5 пострадавших госпитализированы, их жизнь вне опасности.